Всем здравствуйте! Это программа «Мы вам покажем» на телеканале Якутия-24. Меня зовут Катерина Винокурова. Сегодня мы узнаем о том, как рождаются песни, о том, как они записываются и как в конечном итоге выглядит продукт. Находимся мы на студии у продюсера Семена Чинянова, с которым, собственно, и будем общаться. Здравствуйте, Семен! Здравствуйте! Спасибо, что согласились на съемки. Я думаю, что многие люди вас знают в Якутии, знают о вашем творчестве, что вы очень талантливый, да, продюсер? Продюсер, да, продвигаете много талантливых людей, коллективов. Как рождается песня? Вот с чего она начинается, как появляются стихи, чем вы вдохновляетесь, как это все вот происходит, какой процесс? Сегодня я расскажу, сейчас вообще во всем мире и в России есть направление как songwriting. То есть тот человек, который создает песни для артистов. Вот. Songwriting, то есть это получается, что человек, который спродюсирует там конкретно для определенного артиста, ну, допустим, новую песню. Вот. Как это создается? Естественно, песня не просто так создается, то есть для этого очень много нужно подготовить для начала, то есть что происходит. Ну, бывает так, что приходит идея там написать на какую-то тему или там делать какую-то вот песню для артиста, который хочет сделать, допустим, для народа, для людей какой-то красивый хит. Хит. Да, хит. Вот. Для этого рождаются разные идеи. Вот. Исходя из этого, вот, иногда бывает так, сначала музыку создаем, иногда бывает так, что мы стихи сначала находим, потом на стихи создаем мелодию, песню. Ну, в основном бывает так, что есть творческая вот такая сторона, то есть там я нашел какой-то стих, я влюбился в этот стих, и написал мелодию на этот стих, и вот продумал как-то и дал кому-то спеть. Вот. Раньше так было. А сейчас вот конкретно по проектам продумываем, вот по темам, да. Вот. Вот это вот направление сонрайтинга, это сейчас очень популярно по всему миру. И как бы, и скорее всего, вот бывает так, что не только один человек тут работает, а уже целая команда, да. Когда вот создается песня, то есть основная задача лежит на то, что вот это но лежит на то, что мы, например, должны уже окончательную версию уже, например, песни должны знать, то есть мы должны стремиться к какому-то вот именно идеалу, вот. Поэтому вот для артиста ставится задача, например, которая для исполнителя, то есть какой вокал должен быть там, и какие там нюансы, какие там нагрузки будут. Вот. И дело в том, что сейчас музыка чем проще, тем лучше, говорят, но на самом деле не так. То есть сейчас очень сильно продвинута звукоинженерия. Вот, то есть сейчас и помимо того, что, например, когда мы сочиняем песню, делаем аранжировку в студию звукозаписи, записываем артиста, да, например, вот выучили песню, вот, с артистом поработали, вот во время записи в основном с артистами работают саунд-продюсеры, те люди, которые уже знают, как артист должен подавать эту песню, вот, как записывать бэки, аэрбэки, есть такое понятие, есть эдлибы всякие, вот. Вот это вот все продумывается, вот, и все вот это вот записывается в студию звукозаписи. После этого все вот это вот звукоинженерам дается. То есть на сведении мастеринг. Вот такое вот есть понятие вот, звукоинженерии.
Поэтому песня, она сейчас очень долго и очень такая, очень трудоемкий такой процесс, это, чтобы создавать песню. Вот. Почему? Потому что сейчас в современном мире есть понятие коммерческое звучание. То есть мы, живя тут в Якутии, все равно выходим на большие цифровые площадки уже вместе уже с мировыми артистами. Вот. И понятное дело, что мы не должны по качеству отставать. Вот поэтому я стараюсь много работать и сотрудничать уже с зарубежными музыкантами, там, звукоинженерами. Сейчас с московскими тесно работаю, с компанией Lavina Records. И мы очень сильно продвинулись по этому направлению. Раньше мы у себя дома просто делали, а сейчас уже к этому уже серьезный подход к этому делу. И вот все мои проекты, которые я создаю сейчас в данный момент и работаю с артистами уже именитыми, они все уже знают, какой процесс они должны проходить для того, чтобы действительно достигать вот, уже уровневый, качественный проект. А есть какой-то, не знаю, секрет написания хита? Вот все мы знаем, что какие-то песни выстреливают, какие-то нет, да? Вот как вот это возможно предугадать? Возможно. Это возможно. То есть здесь есть понятие, каждый хит имеет свой код. Именно свой код имеет. Вот поэтому вот этот код... Секретный? Да, секретный код. Многие знают. У кого-то от природы это заложено, а кто-то может это создать сам деле. Сам. Сейчас в современном мире все, что угодно можно продумывать. То есть сейчас мир глобальный, да, и человек сам, если у него голова хорошо работает, то, естественно, он может запросто научиться именно предугадывать, как делать этот хит. То есть обрести этот код. Вот, как-то, понимаете, вот. Это у каждого индивидуально, и это у каждого свой код имеется. И когда человек находит вот это вот. На самом деле, знаете, секрет в чем? Секрет в том, что секрет именно в простоте лишь. И вот то, что я говорил, именно индивидуальность. Вот там, если вы хотите найти свою, вот именно свой внутренний код хитовый, который даже, это не только в музыке, это везде, в любом творчестве или где, но везде так. В любом процессе, если действительно люди хотят там разбогатеть, там, не знаю, они должны найти внутри свой код. А код именно в этой индивидуальности. Вот человек все равно вот может, каждый может найти, потому что природа нам что дала? Нам природа дала индивидуальность лежит внутри. Да, внутри. А внутри это что? Это дыхание. Мы за счет дыхания эмоционируем, мы за счет дыхания вот, то есть поем, да, например, и за счет дыхания мы делаем энергию. Вот. Поэтому каждый должен уметь правильно дышать, мне кажется. Вот. Те люди, которые разберутся внутри, вот, внутренними органами, те, скорее всего, получится. Да, у них все получится. Вот.
Но сейчас не секрет, что на эстраде, да, на российской, на мировой, да, есть люди, не хотелось бы их обижать, да, но люди с ограниченными какими-то вокальными данными, да. Вот вы как относитесь к этому? Можно ли из любого сделать там суперзвезду? И вообще в каждом ли человеке возможно развить музыкальные какие-то способности? Ну, как сказать? То есть те люди, которые вокальные данные, да, не имеют, но становятся, ну, открыто скажем, там, Ольга Бузова, например. Вы знаете, не любой станет таким популярным. То есть человек запросто, ну, У человека скажет, свой код, да? Да. Вот именно, это очень такой харизматичный, такие люди, вот именно такими вот, с такой энергией люди могут только стать популярными. Понимаете? Просто ты, Вася, вышел на сцену и спел, и стал популярным. Такого не будет. А вот если ты действительно что-то внутри имеешь, вот, если у тебя голова как-то не так построена, ну да, это же работа мозга, на самом деле. Вот. Возможно, да, если этот человек действительно харизматичный, имеет энергию, ну да. Ну, это сейчас много ролей играет, на самом деле. Вот. Раньше действительно вот, было понятие как, то есть там вокал. Ну, сейчас тоже многие поют, кстати. То есть сейчас многие стали петь правильно. Но многие забыли природу, именно внутреннюю природу. То есть звук, любой извлеченный звук должен иметь, то есть он должен быть информативным, то есть уже с энергией, да. Есть такие ребята, которые, когда вот поют, действительно, когда ты их слушаешь, идет картинка. А есть те люди, которые красиво поют, ну, там только голос. Вот это вот тоже надо учитывать. И еще, например, как, ну, развить, да, музыкальный слух любого человека, да, запросто можно развить. Это то же самое. У каждого. То есть тут понятие такое, на самом деле, очень простое. То есть мы, когда идем в школу, мы развиваем моторику рук и зрительную моторику. Вот. А слуховую моторику вот, никто не развивает. Вот. А вот здесь, на самом деле, работа мозга. То есть, когда ко мне на распевку приходят, многие приходят тренировать голос. На самом деле, эту легенду можно стереть запросто. Мы тренируем мозг, чтобы мозг умел управлять внутренними органами. Все. В этом секрет. Мы же перед едой не качаем. Да. Также и голосовые связки, они должны быть, ну, они всегда готовы, на самом деле, на любой нагрузке. Да, согласна. Перед едой мы тоже думаем сначала. Работает мозг. Вот сегодня мы немножко посмотрели такой небольшой кусочек ваших уроков, вашего занятия, да. Расскажите, кто к вам приходит, чаще всего с какой целью приходят, да? Ну, в основном ко мне приходит, ну, молодежь ко мне приходит, чтобы стать действительно популярными артистами. А есть те люди, которые уже, там, скажем, уже взрослые, в возрасте даже, есть люди. Они приходят для того, чтобы найти вот внутреннюю вот эту вот свою энергию, силу, раскрыться. Не у всех там жизнь такая вот, ну, как сказать, ровно идет. А вот те, которые люди хотят, почему люди хотят именно раскрыться, да, вот у них вот бывает в жизни вот тяжелые времена, что-то у них изнутри вот что-то не отпускает, что-то вот тяжелое, вот, да, тяжело себя чувствуют. Те люди вот приходят для того, чтобы действительно раскрыться. Вот. Как-то некоторые люди же не умеют именно вот свою эмоцию
вытаскивают. Они через песню вытаскивают. Вообще, якутский народ, вот, издревле, они всегда пели. Вот. Они мало плакали. А вот они вот свою грусть через песню вытаскивают. Свои эмоции. Свои эмоции внутренние, да, внутренние эмоции, которые сел. Даже радость, наверное, они. Да, да, все только через песню. Вот. Поэтому якутский народ такой очень Да. Поет, всегда поет. закрытый. Закрытый, да, они закрытые, но когда они поют, вот там Всё. Да, вот там и вся красота. Ага, такой менталитет, да? Да, такой менталитет. Ну а сегодня над какими проектами вы работаете? Кто под вашим, так скажем, подчинении, да? У меня сейчас в данный момент 4 новых проекта. То есть я в прошлом году открыл творческое объединение Yakutian Stars Entertainment, да, название громкое, конечно, но, как сказать, в Дальнем Востоке entertainment, единственный entertainment, который вот сейчас будет работать. Вот в этом году мы ее открыли официально и уже начали работу, мы свое открытие сделали, уже большой концерт дали, вот. И вот все проекты, которые мы вот в entertainment, вот новое название entertainment, да, вот мы начали уже в другом формате, не так как в старом формате. Раньше я работал вот, ну, как в старом формате, то есть ко мне приходили ребята, певцы. Вот. Я с 2008 года уже продюсирую, вот, занимаюсь продюсированием. Вот, первые мои проекты, многие знают, уже большие артисты, то есть Арчим, Сахамин, там Ирена Арзалина Файрушины. Там много у меня ребят, которые начинали у меня в студии, то есть я им сочинял песни, делал, ставил голоса, да, мы много пробовали, когда молодые. А сейчас по мировой тенденции мы уже как бы немножко меняем формат, то есть есть группы, делаем группы, пробуем разные новые форматы, то есть сейчас у меня 3 группы, 2 мальчиковые группы, очень сейчас популярны среди молодежи. Можете перечислить? Да, у меня Snow Voice, новый состав, да, я благодаря НВК Саха выбрал новый состав, вот, еще у меня сейчас парни, Айстон называется, вот, 5 парней, тоже видели через НВК Саха, вот, они выступают сейчас тоже, вот, много фанатов уже, очень прекрасная группа, хорошо работает парни. И девчачья группа есть у меня, IN называется, вот, ты твори, IN, на якутском, на самом деле, по-английски звучит, но на самом деле, I, твори, ты, N, вот, и, 4 девчонок, тоже такие творческие, классные девчонки. И у меня есть сольная певица. Сейчас я тоже вот в интертейменте. Вот, сольная певица, это Имана ее зовут. Она певица вот северных народов. Она вот на эвенкийском поет, на якутском поет. Тоже очень интересный проект. Вот, мы сделали. Попытались мы скреативить в этом году. И в этом году я набрал еще новобранцев. У меня 37 сейчас стажеров, которые проходят. Скорее всего, вы в следующем году увидите. Там проходят отбор, да? Ну да, они проходят рода. отбор. Да, они проходят отбор. Там тоже очень классный процесс идет. Я обучаю их. То есть я для них наставник. Потом уже вот когда мы создаем проекты, мы презентуем перед медиаканалами, мы презентуем перед креативными продюсерами. И они вот говорят нам, что менять, как все это делать. Тоже очень интересный процесс, на самом деле. Вот. И действительно, сейчас я в данный момент работаю с многими артистами, то есть, и вы все знаете, что я Сей Лола, много творю с ним, много работаю. Вот, я работаю со своей сестренкой Сумцурой, мы будем весной делать ее сольный концерт, вот, ждите. Вот, работаю с этногруппой Айрхан. Я с многими артистами продолжаю. Как вас на всех хватает? Как сказать, я нахожу время. Я нахожу время, вот. Правильное планирование. Да, стараюсь правильно планировать. То есть не всегда получается, конечно, но
стараюсь это держать, вот, потому что, знаете, у каждого есть своя миссия. Вот в чем. То есть моя миссия это действительно для меня, ну, возможно, я сам так, может, себе сделал такой код, что и сохранить родной язык через песенную культуру народа Саха. Вот. В этом вот моя миссия, и уже много лет я над этим работаю. Вот. И, ну, хорошо получается. Ага. Да, хорошо. Очень даже, да? Вот вы сказали, что молодежь к вам в основном приходит, чтобы сделать хиты, да? Вот как вы их, ну, воспринимаете? Вот вы каждого поддерживаете или сразу понимаете, что здесь, ну, ничего не выйдет? Как вообще идет вот работа с ними? Ну, знаете, у меня кастинги бывают. В этих кастингах в основном я вижу. Но иногда бывает так, что я где-то увидел талантливого человека. Я с ним как-то поразговаривал, вот, ну, узнал, что из него что-то выйдет. Вот. Бывает так. То есть там как различается? Ну, на самом деле, знаете, вообще становятся вот популярными те люди, которые действительно умные. Вот. Только умный человек может вдохновить другого человека. В этом суть. То есть, если он действительно вот не имеет какого-то вот именно интеллектуального там, то есть, либо там качества, человеческие какие-то вот именно определенные качества, то, возможно, из него ничего не выйдет. Вот. А если он действительно такой человек, ну, действительно имеет какой-то вес конкретно, ну, тогда да, из него можно что-то сделать. Sayıngıdal migin saygığın min sanalar bin Sargalak sarsırdalari üre görsüğüm Eyginin min boloğum birge boloğum Alamay gün taksarın geride Sayıngıdal migin saygığın min sanalar bin Bardın sen yerdi migin kallaran sayıngıdın Alamay gün Бывает, да, талантливые ребята, да, хорошо поют, но головы нет. Вот. Это многое от этого зависит. Как воспитан человек. Вот. От этого очень многое зависит. Поведение, да? Да, поведение, да. Личные качества человека. Это очень важно, на самом деле. Вот. Ну и в завершении нашей беседы, да, хотелось бы от вас услышать, какой вы видите музыкальный, да, вот мир в Якутии в будущем, через какое-то время, через несколько лет. На самом деле, что бы вы знаете, хотели видеть? У каждого поколения есть своя музыка. Ага. Вот. Согласна. Поэтому будет зависеть от этого очень многое. И сейчас современные технологии, ребята, если начнут, ну, многие, я бы хотел, чтобы молодежь был усидчив. То есть он любил работать, много самообразованием заниматься. Вот тогда действительно у нас развитие будет. Вот. Пока что ли люди немножко неусидчивые, сразу все хотят, но такого никогда не было. Пока есть человечество, будет музыка. Пока есть человек, будет музыка. Человек не может без музыки жить. Это невозможно. Понимаете, говорят 7 нот, но миллиард песен. Вот. Каждый человек индивидуален. В этом мире ничего не повторяется. Вот. Копировать, ставить нету. Поэтому пока есть человечество, будет и природа, будет и жизнь, песни, музыка, все. А сами какую музыку слушаете? Я разную музыку. На самом деле, я стараюсь слушать разную музыку. То есть, начиная с классической музыки, заканчивая всякими рок, там, всякое бывает. Потому что я изучаю мировую тенденцию, вот, музыку, вот так. Семен, спасибо вам большое за интервью. Надеемся, что с вами мы еще встретимся, пообщаемся о многом интересном.
Спасибо вам за передачу. Вот. Я желаю всем больше музыки, настроения. И всем. До новых Спасибо, встреч пока. на телеканале Якутия 24.